Наш дом полностью в воде уже который день. Сегодня только пожарную машину выделили, воду откачиваем. Пристройки, дом, имущество затопило. Ширали Абдуджаборов вместе с супругой пытаются спасти остатки своего имущества из затопленного дома и двора. Под водой осталось все – кухонная утварь, одежда, мебель, бытовая техника. То, что можно спасти, легко уместилось на небольшом топчине. 3 маленьких детей пришлось на время разместить у родственников и знакомых. Это огород, мы жили за счет него. Наша семья занимается сельским хозяйством. Практически все местное население живет за счет сельского хозяйства, а из-за стихийного бедствия, обрушившегося на них, люди лишились огородов и садов на приусадебных участках. Сегодня опять приехали в МЧС, зашли сказать то, что у вас вещи есть, все заберите на улицу. Пока мы не скажем, домой никто, чтобы не заехал. Мы сейчас ночуем в машине, 3 суток в машине мы ночуем. В доме, где проживал Анвар Нуридинов вместе с женой и детьми, сегодня находиться небезопасно. Спасатели запретили ему даже входить сюда. Селевой поток подмыл фундамент, и одна из стен может обвалиться в любой момент, а за ней и крыша. 16 человек нас в этом доме. 3-й день уже чистим наш дом и двор. Хорошо, волонтеры из местной школы приходили, помогли. Всего, по данным Комитета по чрезвычайным ситуациям страны, в пригородном Душанбе районе Рудаки пострадали около 2500 домохозяйств. А значит, стихийное бедствие коснулось порядка 10 000 человек. Но жертв нет. По словам спасателей, они прибыли на место вовремя и вывезли до 1500 местных жителей, которые не могли выбраться из своих домов самостоятельно. Пока предварительно специальной правительственной комиссией по ликвидации последствий стихии подсчитан ущерб, нанесенный более чем 500 домам. На месте происшествия работают около 120 спасателей, помогающих населению откачивать грязь и воду. Задействованы части пожарной службы столицы и Министерства обороны страны. Возможно, в течение 2 недель мы подготовим отчет и подсчитаем нанесенный ущерб полностью. Но это очень сложное дело, потому что стихийные бедствия произошли в нескольких местах. Руководство комитета и других структур разбросаны по разным частям страны. За несколько дней до событий в Рудаге стихия обрушилась на город Пинджикент и Айнинский район, которые находятся на севере страны. В результате селевых потоков пострадали 147 домов, затоплены сады и приусадебные участки. 3 человека погибли. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне распространил предупреждение о том, что неустойчивая погода в Таджикистане пока сохраняется, и просит граждан быть бдительными, воздержаться от поездок в районы, где есть угроза схода оползней, селевых потоков и камнепадов. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.